в Алматинскую область, если брать именно как становление Федерации Алматинской области, это наши первые достижения среди взрослых. А так, в Алматинской области просто уже наши бойцы, первые, которые становились чемпионами, призерами, у нас очень много в Алматинской области, этих чемпионов и призеров. То есть это состав, можно сказать, с 2000 по 2007 год. Там есть Аргумбаев Данияр, двукратный чемпион мира, Касенов Алмаз, он двукратный чемпион мира, Вифми, двукратный чемпион мира среди клубных команд, Касенов Диас, действующий тренер, который сейчас, который тренирует. Он за область. Ну, у нас не было тогда область. Они все выступали, мы все тренировались в Вильхане, выступали за сборную Казахстана. Ну, имеется в виду, что наставники наши, да, которые вот сейчас вот это вот наше поколение, кем мы им даем цель, ставим в пример, то есть это наши ребята, которые выросли, учились в этой же школе, жили в этом же поселке Бурундай, да, и вот мы им как цель ставим. Каскеленских ребят много, да, тот же Лопарев Вадим, до этого были там Байтылов Канат такой был, Жансерик, тоже он жил в Каскелене. То есть каскеленские ребята их ставят как пример, мы ставили своих. Поэтому, а как становление с 2015 года, как федерации Алматинской области, да, это наши первые достижения среди взрослых. У нас федерация, да, что республиканская, что областная, мы никогда не делимся, да, ну так как по регионам, когда вот мы проходим отборы, тот же там область проводим, потом Казахстан, мы все как одна большая семья. Вот эти все ребята, это все как наши дети, да, это наши, ну, сюда вкладывается все полностью, здесь идет работа. Совместная работа, я повторюсь, да, здесь вот вы сейчас делите там тренер, вы как там представитель руководства, это все общее, да, это общая работа. Поэтому я говорю, это наши детище, да, и мы, ну, наши ребята, это наши дети. И когда они это, вот, когда изучал гимн Казахстана, ну, то есть это были незабываемые эмоции, да, переполнение. Переполнены, можно было так сказать. Счастьем мы были счастливы. И сейчас мы до сих пор счастливы. А сейчас наши цели, теперь мы ребятам объясняем, что стать чемпионом мира, то есть залезть на гору легко, но удержаться на ней очень тяжело, да. Поэтому мы ребятам говорим, чтобы они не расслаблялись. Теперь им надо будет, если они тренировались 2 раза в день, теперь им надо, не знаю, там, 3 раза в день тренироваться, ну, готовиться еще упорнее, потому что на них уже будет настрой другой, потому что им надо будет доказывать, удержать свой статус. Сами знаете, что вот было до этого разговора с Сербовым, вы разговаривали, что все страны набирают. То есть нету сейчас, если раньше были проходные бои, сейчас нету проходных боев. Даже можете открыть вот сетку общекомандных зачетов. Там эти команды, если раньше они считались проходными, то есть сейчас таких боев нету, я скажу, на чемпионате мира. В сборной, да, был обновленный состав, можно так сказать. Но даже те ребята, которые выходили, скажем, в А-классе первый раз, там, кто-то участвовал на чемпионате мира первый раз, ну там единицы были, да, все по молодежи, по юношам они все участвовали. То есть они уже понимают, я так считаю, потому что когда мы их даже тренируем, мы им говорим, это ваша работа, это ваша цель. Если у вас есть цель, вы будете к ней идти. То есть на психологическом уровне пацаны уже были готовы, ну, конечно, поддержка тренеров и правильный настрой, оно давало. Я скажу так, что наши ребята в этом году выступили очень хорошо, и они не дали спуску. Вот у нас 54 вот был бой, Ермагомбетов Шамиль, да, он дрался с профессиональным бойцом. У этого бойца было 30 боев. И после боя он сам подходит и говорит, мне ни один бой не было сечки, говорит, только ты меня рассек. То есть ребята были настроены. Был боец Марат Бахчан, у него соперник его был профбоец. Да, у него там он обладатель 4 поясов там по разным версиям. Марат Бахчан удивил всех, он, можно сказать. Там все ему аплодировали. Также он рассек, поставил 2 сечки бойцу, профессиональному бойцу. Ну, конечно, опыт есть опыт, там не хватило где-то. Парень проиграл. Так, ребят, каждого выделять, все достойно подрались, я вам так скажу. Даже несмотря на то, что в финале у нас было много поражений, но ребята прошли достойный бой, ни у кого не было проходного там 1 бой в финале или там 2 боя. Все сделали по 3-4 боя, как полагается.
все достойно подрались, там где-то прошли, вышли в финал с травмами, но тем не менее они показали характер, показали казахский дух, что они бойцы, что с ними надо считаться. Еще такой момент. Насколько вообще в этот раз было удобно распределение боев вот на каждый день? То есть это вот, например, мне как болельщику было удобно это смотреть. Там они вот после обеда вышли, до вечера подрались, я даже не устал, там новости писал, например. А там вот именно как спортсменам это тяжело, что человек, спортсмен сегодня берется, завтра отдыхает, потом, то есть не сбивается ли настрой, не теряется? Нет, это наоборот удобно, это хорошо. На чемпионате мира, в принципе, везде, где проходит чемпионат мира, в принципе, везде, сколько бы людей не было, почему он и длится 10 дней, чтобы день дрался, день отдыхал. Наоборот, это хорошо, где-то вот он подрался, выложился полностью, все отдал, выдохнул, день восстановления у него, подгонка веса, на следующий день он уже нормально подходит. Если где-то есть травма, там возможно подлечить ее, подлечить. Конечно, здесь было чем удобно, что чемпионат мира был отдельно среди взрослых. Обычно в том году у нас в Бангкоке был и дети, ну и молодежка, и взрослые все были вместе. И тогда 3 ринга, и, конечно, там очень много боев. Там и бойцам тяжело, да, там, и знаете, и климатические условия, да, там другие. В том же Абу-Даби то же самое было, там климатические условия, там, получается, на улице духота, в залах кондёры, холодно. Поэтому здесь было удобно очень, да, бойцы. 3 ринга, все знали, как по распределению. Хорошо, что многие личные тренера поехали во главе с главным тренером, с Илханом Аменовичем. С каждого, вот, кто представлял какой регион, практически у каждого были личные тренера, все вместе. Тем самым, как бы, затруднений никаких там не было на этом чемпионате. А сегодня возможно ли, что ребята, которые добиваются вот таких успехов на чемпионате мира, что они могут поучаствовать в профессиональных турнирах? То есть есть ли какие-то ограничения, или вы считаете, что лучше сосредоточиться на любительской карьере больше в данный момент? Ну, конечно, если боец ставит цель себе в спорте идти длительную часть, да, вот наши многие спортсмены не закончили вуз, да, именно физической культуры и спорта. Если они свою жизнь связывают с спортом максимально долго, ну и тренерская мечта, наверное, каждого тренера, я думаю, мечта увидеть своего бойца в каком-нибудь хорошем промоушене. Для нас, если многие тренера там параллельно выступают в каких-то версиях, лично для нас, вот в Алматинской области, именно для спортклуба Айдар, там многие другие клубы, у нас цель именно муай-тай. Да, это наш вид спорта, мы в этом виде спорта сами выросли, продолжаем вот, эту деятельность, уже выращиваем вот наших учеников, взрастают, да, такие вот чемпионы мира у нас уже, да, по молодежи у нас были чемпионы мира, по юношам, да, по старшим юношам были, по детям, по молодежи не было, и вот среди взрослых к этому результату мы стремились. То есть эта цель достигнута, мы понимаем, спортсмены понимают, что нету невозможного, да, вода камень точит, как говорится, и если трудиться и работать, всего можно достичь. Наша цель, конечно, в А-классе, вот у нас вот Ернат стал серебряным призером. Как бы мы хотим, чтобы это были чемпионы мира, конечно, в А-классе. Это будет приоритет. В дальнейшем есть очень много промоушенов именно в муай-тай. Профессиональный. На сегодня. Например, у нас в Казахстане особо профессиональный спорт не проводится, ну такие. Ну видите, это опять-таки, да, зависит. В Казахстане делаются профессиональные бои делаются. Ну, конечно, не так часто, как хотелось бы каждому. Это все от возможности, да, зависит. Вы сами понимаете, что если сейчас, вот, допустим, UFC это гамма, да, там ММА, там это нововведение какое-то, и все стремятся, там все хотят быть бойцами UFC, как бы это модно, да, сейчас все туда в это направление вкладывают. У нас профессиональный тайский бокс вкладывает именно Аманкулов Фархат Аменович. Это человек, который старается все вот, да, развивать именно и любительский, и профессиональный тайский бокс. Поэтому тут и мы должны подключаться, мы должны тоже искать. Здесь все зависит от спонсоров. Профессиональный бой это должен быть хороший спонсорский вклад, чтобы проводить достойный турнир. Но я считаю, что даже вот мы сейчас вот есть в планах проведения турнира. Если этот турнир пройдет, то есть
нужно подключать людей, да, искать, и мы тем самым будем заниматься, чтобы проводить даже в Казахстане. Вот у нас 60 килограмм, 63, 67. Конкурентоспособные веса в Казахстане, можно даже проводить четверки среди профессионалов. Гран-при, типа, за пояс чемпиона Казахстана. Это тоже, как бы, мы ставим, как бы, мы вот общаемся между собой, тренерами, советуемся, но потом мы, как бы, советуемся со старшим поколением. И когда нам дадут добро, мы, конечно, будем стараться проводить такие турниры. Это будет очень хороший рост для наших спортсменов, для наших бойцов. То есть сегодня же можно говорить о том, что наши ребята, любители, достигли определенного уровня, который позволяет им выйти вот в Казахстане, показать шоу, собрать, например, зрителей? Конечно, конечно. Я говорю, у нас очень много весовых категорий, где соберется четверки хорошие. В Петропавловске вот проходила четверка Pro-Arm. Это не полностью профессиональный бой. Там ребята выходили в щитках и в налокотниках. То есть без шлема. Тайский бокс, да. Это Pro-Arm считается. Это полупрофессиональные бои. То есть налокотники одеваются, чтобы были менее травматичны. Если я не ошибаюсь, это был 63,5 килограмм. Там выступал Карабенников Вадим, Аскар Ахмед, боец из города Алматы, Карабенников Вадим, Алматинская область. А со Астаны был Азамат и Заяц Евгений, Петропавловский боец. Очень зрелищные бои они показали. Потом даже вот проходили промоушены в Атрау, я не помню, по какому промоушену были UFC бои, там были тайские бои. Тоже затмили они UFC-шные бои. То есть там наши местные ребята выступали против тайцев. Астанинский парень дрался с Павлодарским. И Атырауский, Азамат Сабишев с Муртазой выступали. Они такой бой закатили, зрелищный, кровавый, зрелищный бой. То есть это два наших ребята, два наших спортсмена, которые представляют Казахстан. Они на международной арене представляли тоже наш Казахстан. То есть какой бой они закатили. Галиев Абель, он выиграл бойца из Таиланда нокаутом. В Астане проводили турниры, не один турнир проводили против сборной Таиланда, против сборной мира. В Атырау проходил такой профессиональный турнир. Это все организовал Фархат Аменович. Мощные бои ребята наши закатывали. Поэтому наши ребята конкурентоспособные, они могут на полгода интервью Интересно рассказываешь. А вот благодаря кому удалось достичь этих успехов, благодаря чьей поддержке, кто вас поддерживает сегодня? Ну, поддержка, это как я вот сейчас уже выражался до этого, да, во-первых, это Федерация Республики Казахстан во главе с Фархатом Аменовичем. Вы знаете, вот вы сами непосредственно знаете, какой вклад он вносит в нашу федерацию. Хотел бы отдельно поблагодарить ДРС за командирование наших спортсменов, Управление спорта Алматинской области. Также они очень помогли, отправили 3 спортсменов, и меня в том числе, командировали на этот чемпионат мира. ШВСМ Алматинской области за подготовку, на выделение для сбора средства, мы проходили сборы. Отдельно хотел бы сказать слова благодарности Insight Consult компании за вклад и развитие Муай-Тай, за предоставление витаминов, тех же спортивного питания для наших бойцов во время сборов. Да, очень хорошо поддержали нас, как бы, поэтому опять-таки вернемся сюда, что это общая работа, общий вклад, да, поэтому благодаря всему этому достигнуты эти результаты. Я думаю, что мы дальше будем не останавливаться на этом. Буду надеяться, что мы будем привлекать и новых партнеров, спонсоров, которые любят спорт, которые будут уделять именно нашему виду спорта внимание. Понимаете, это те люди, которые сами душой болеют за спорт, да, они и будут помогать. Поэтому, я думаю, найдутся и такие люди. На этом мы не остановимся, надеюсь.